какие детали изнашиваются быстрее всего и как продлить их срок службы? Я даже не скажу, как продлить, ну, потому что это все железо, да, и сейчас у нас некачественный металл, и вообще запчасти, в принципе, некачественные попадаются часто, зачастую, поэтому надо выбирать именно магазины. Но основное, что у нас стирается, это колодки. Первое. Вот самый это Чаще расходник всего, такой, да, чаще всего это как замена масла. Вот ты проехал 7 тысяч, допустим, надо масло поменять. Соответственно, вот так же колодки, диски, ну опять же это все по сезонам. Вот. Ну, в первую очередь изнашиваются колодки, потому что у нас пробки, газ-тормоз. Вот. Соответственно, изнашиваются многие резинки, пыльники, зачастую. Вот. Грязь, Попадает вода, вода, влага, да, и резинка там рассыхается, пересыхает, разлетается, соответственно, смазка выходит, туда попадает опять же вода с какой-то грязью, и этот узел просто выходит из строя. Например, влияет ли марка машины? Например, говорят, что Toyota, да? Toyota, Camry, там, ну... На самом деле мы, казахи, разрекламировали Да, это просто да, марку ну, машины. Все-таки влияет ли марка машины или чаще всего это все-таки такой вот Стереотип? стереотип? Ну нет, почему? Допустим, если раньше человек покупал, ну, условно говоря, там Toyota, ту же там 40-ку, ну не 40-ку, давайте 35-ку, она более такая надежная. И ездил, улыбался там, десятилетиями вообще не прикасался к ним. То есть качество было, с завода было качество. А на сегодняшний день у нас качества нету, в принципе. Ни в металле, там, если взять машину 90-х годов, у нее металл, ты прям даже такой, по закрыванию двери ты слышишь, какой металл, какая шумоизоляция. Ты понимаешь, что эта машина, ну, сделана на совесть. А сейчас нынешний автопром, он, ну, любой абсолютно возьми, не выделять можно ни Mercedes, ни BMW, да, такие все, тоже да, как бы. брендовые тачки, которые прям хорошие, вау, они также сыпятся, также ломаются, там, в принципе, новые машины. Все от качества зависит. Все. Поэтому, ну, лично для меня нету там определенно марки машины, которая прям вау, она крепкая. Ну, есть, наверное, такие, но уже не в наше время. Вот это старые машины. А вот насчет срок службы, например, не ездить по кочкам, не ездить по дорогам, где плохо асфальтировано, например, это будет как-то влиять все-таки? Ну, вообще, чуть-чуть хотя бы. Завод-изготовителя, да, эту специально все собрал, ходовку, чтобы ты ездил именно не просто по асфальту, а где-то по неровностям каким-то. Ну, то есть ходовка отрабатывает свое. Да, она должна как бы Да, она должна работать. То есть, если ты будешь, машина у тебя будет всегда в паркинге находиться, ты там выехал по асфальту, проехался, но это тоже не есть хорошо. Сайлентблоки высохнут. Они должны постоянно в работе быть. Эта резинка разминаться должна, чтобы отрабатывала. А так она высохнет, колом встанет, ты едешь, вроде, блин, я никуда не ездил, там километраж умная ерунда, а ходовка у меня из строя вышла вся. Вот, очень важный момент тоже.